Огородить-то огородили, но разве это их остановит? Дедушка, а зачем нам это дерево? От наших дедов и прадедов идет поверье, кто покидает свой край, завяжет на этом дереве платок, тот всегда вернется к родительскому порогу. Так поступали многие, когда нас угоняли в Турцию. Дедушка, а как вы поехали в Турцию? Поехать-то поехали. А потом перевезли нас в другое место, голое, каменистое. Там-то большая половина наших и погибла от болезни и голода. Остальные разбрелись по всему свету. Потом я сумел наняться на филюгу к одному бандиту. Он меня перевез через море. Оттуда я пешком добрался до нашего села. И в память тех, кто не вернулся, я повязал платок высоко на дереве. Хорошо, это история. Но сейчас приедут гости, они этого не знают. Что мы им скажем? Пережиток? Снять же это, оно и так уже отваливается. Иди сюда, да. Там медведь может быть. А он нас не съест? Куда? Нет, разве что с испугом. А что нас боятся? У нас даже ружья нет. Заели комары? Знаешь, как больно. Тебе хорошо, ты в брюках. Пришел Аслан к другу. Видит, тот лежит. Что с тобой? Да вот, ногу мне прострелили. Век не буду в твоем доме, рассердился Аслан. Я думал, его лихорадка скрутила, а он улегся из-за пули. Дедушка, он был знаменитый обрек. Какой к черту обрек? Он был хороший хозяин, а не какой-то там обрек. Да ты хоть раз видел обрек? Чтоб ты столько коз имел, сколько они у меня добра пережрали. Зачем мне твои козы? Ты лучше скажи, за что ты не любишь обрек? А почему они у меня сарай сожгли? Какой сарай? Ты расскажи по порядку. Нет, нет, с этой стороны не подступиться. А зачем тебя вызывали? Должен залезть. Нет, не могу. А что делать? Как снять? Снимите шестом. Странный он какой-то, мой дедушка. Интерес к нему у меня время от времени вспыхивает, но тут же гаснет. Таинственные следы его долгой-предолгой жизни в самый тот миг, когда, как я надеюсь, они должны привести к военной тропе обрека, неожиданно сворачивают в вонючий козлиный загон или на пахотное поле. Но что-то в нем есть такое, что вынуждает окружающих уважать его. И это мешает им жить так, как они хотят. Все это я вижу и улавливаю детским чутьем, хотя, конечно, объяснить и понять не могу.
Когда строили Кадорский мост, пришли к инженеру наниматься крестьяне. Возьми нас на работу. Он всех оглядел и сказал: всех беру, кроме этого. Дед, а почему он его не взял? Почему? Потому что он стоял, как ты. А что, так стоять нельзя? Можно. Да только кто так стоит, тот лентяй. Как? Вот я снял с шеи палку. Значит, я уже не лентяй, да? Это уже не считается. Примета такая. Слушай, выше поднимись, выше. Выше не могу, голова кружится. Дедушка, а ты лошадей когда-нибудь угонял? А на что они мне? Ну, хоть что-нибудь угонял? Да с товарищем тёлку увели. И что вы с ней сделали? Съели? Вдвоем? Конечно. Да как можно вдвоем съесть целую тёлку? Вот если я сейчас тебе ее приведу, ты съешь? Сейчас вдвоем не смогу. Но зато теперь едоков много, они помогут. Но тогда не приведу. Почему? Да, не приведу и все. Тракторлы пагашмал. Вы доходили трактор яга. А трактор гишта. Ускоро трактора. А трактор гера. А не я вот добавил. Ах, я дороги дойду. Вам, чтоб все тут все попой дорогу. Трактор. А трактор, аж город трактор. Трактор. Дед, ты когда-нибудь совершал подвиг? Что, ни разу не совершал? Не знаю. Я такие вещи не любил. Я работать любил. Когда мы здесь поселились, у нас только коза была. А теперь видишь, как мы живем? Пойдем, дед, уже пришли.
не пущу. Что ты с ребенком сделал, Изверг? Запричитал, запричитал. Як бабаца? Вай да дух, вай. А вы сам-то? Эх ты. А и у Козыку зачем тебе лук? Охотиться. На кого? На медведя. О, як тогда, як? Лей, лей. Ты что, на топорах зло скрываешь? Сточились уже совсем. И ты иди сюда, обедать пора. Сейчас деда подождем. Когда ты насытишься? Остыло уже все, вечно таким был. Дорвался до работы. Ешьте, ешьте, его не дождешься. Где этот? Там. Санбюхе? Пойди позови. Что, не будем без деда? Кушай, кушай. Сразу холодно. Мамо, я такой. Рядного стерея видел. Нет, не нужно. Дерево и так уже обваливается. А на его месте памятник поставим. Здесь стояло тысячелетнее дерево. Или другое посадим. Ну, если он слов человеческих не понимает, что теперь делать? Остановите его. Да, такого остановишь. Я прошу, не надо выше лезть. Сруби ты эту ветку. На что она тебе? Сруби. Вы стоите? Как же он теперь рубить-то будет? Да не рубить, а как он спустится, как его снять отсюда? Что он делает? И в молодости был такой непутевый.
От дедушки нет ничего. Есть серое московское небо, а за окном впивается в мозги, висит возле строящегося дома неугомонный движок. И я, сгорбившись над столом, выбиваю из клавиш одно и то же слово. Твое слово, дедушка. Долг.